Завтра на сессии Госсовета депутаты рассмотрят кандидатуру Валерия Жилина на должность сенатора от Коми. Ранее этот пост в Совете Федерации занимал Евгений Самойлов, но месяц назад он сложил свои полномочия. Повестку дня сегодня обсудили на заседаниях комитетов. Татьяна Супряткина отследила и другие не менее значимые вопросы. Один из самых ожидаемых вопросов – закон о народных дружинниках. Подобный документ Госдума приняла еще в июле. Отныне все обязательства легли на плечи субъектов. В законе будет прописано, кто может стать дружинником, в какой форме он должен выходить на охрану правопорядка. И самое главное, за его жизнь и здоровье теперь будет кому нести ответственность. По сути, народные полицейские. Что может дружинник делать? Например, он фактически обладает такой правом неприкосновенности. Он должен предупредить, если человек что-то возражает, хочет возразить ему силу какой-то, он говорит: я народный дружинник, у меня вот удостоверение есть, повязка, вы вступаете в конфликт с законом. Это накладывает на этого человека дополнительные, так скажем, уже обязанности или условия, то, что он столкнется потом с большими неприятностями. Дружинники были обеспечены тем, что даже федеральным законом предусматривается дополнительный отпуск до 10 дней, правда, за свой счет. Депутаты подготовили и законопроект по налоговым льготам для Почты России. Предприятие доставляет товары и печатные издания в самые отдаленные уголки республики. Например, для скорости и качества доставки. В этом году оно частично обновило транспортный парк. Уже к следующей сессии, которая пройдет в ноябре, депутаты подготовят проект республиканского бюджета на 15, 16 и 17 годы. Сейчас начались активные обсуждения в комитетах. И, как отмечают парламентарии, несмотря на сложную финансовую ситуацию в целом по стране, ни о каком сокращении либо сворачивании каких-либо программ речи не идет. Более того, по некоторым направлениям финансирование даже увеличится. У нас нет урезания программ. У нас, наконец-то, по примеру агентства по спорту и Министерства образования, проект стратегической карты дало. И там до 2020 года школы, садики, внеклассные образовательные центры и так далее. То есть очень большая программа. Это программа действий и для муниципалитетов, потому что сегодня действует порядок, что муниципалитеты делают проект, а потом уже выделяются деньги из республиканского бюджета на социальные объекты. Наоборот, даже не разворачивается, а этот список расширен стал. Особый упор будет сделан на государственно-частное партнерство. Это когда строим сегодня, а платим завтра. В республике и такие примеры уже успешно работают. Важно, чтобы теперь это стало практикой. Татьяна Супряткина, Павел Фетисов, телеканал Юрган.